и гражданским. Из Ленинграда в Казань в начале Великой Отечественной войны переехал и приборостроительный завод, ныне Казанский электротехнический. В августе 41-го вместе с оборудованием приехали 220 сотрудников. Тоже ночевали прямо на заводе, чтобы на дорогу домой и обратно времени тратить. Было принято решение размещения его на площадях ликероводочного завода, который находился на улице Свердлова, 50, сейчас улица Петербургская, где расположен технопарк «Идея». Основной продукцией в годы войны стал прибор управления зенитным огнем ПУАЗО. Он обнаруживал самолет, вычислялась скорость, направление его движения. Данные получали зенитчики. Потом обеспечивали приборами и военно-морской флот, и авиацию. После окончания войны мы начали производить уже крылатые ракеты морского базирования. Делали и гражданскую продукцию, которая была популярной по всему Союзу. Альберт Алексеев на заводе с 1968 года, выйдя на пенсию, стал заведовать музеем. Говорит, что после военных самыми сложными стали 90-е, когда нужно было сохранить технологии и специалистов. Удалось. Сейчас работают и на медицину, но оборонка остается главной темой. Основная аппаратура – это аппаратура системы опознавания свой-чужой. Это останавливается на все объекты, на корабли, на самолеты. Это аппаратура. Внимание!